Уважаемые коллеги, меня зовут Евгений Викторович Поляков. Я являюсь старшим методистом кафедры социально-гуманитарного образования Института развития образования. С удовольствием хочу представить Эльвиру Ивановну Полякову, Добрый день. которая является старшим методистом лаборатории развития этнокультурного образования. Уважаемые коллеги, наш вебинар посвящен новому электронному пособию «Картинный коми-русский словарь», адресованный учащимся начальных классов общеобразовательных организаций Республики Коми. В начале нашего выступления мы представим электронный ресурс, а затем Эльвира Ивановна раскроет методические аспекты использования картинного коми-русского словаря. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день электронный словарь не открыт для широкого доступа. В скором времени планируется словарь опубликовать на электронном CD-диске. Продукт ограниченным тиражом можно будет приобрести в магазине Орден. Вместе с тем сейчас мы обдумываем варианты для размещения словаря на платформе «Открытое образование». Картинный коми-русский словарь является электронным приложением к учебно-методическому комплекту Коми-КИФ для 1-4 классов. Учебное электронное пособие дополняет печатные учебники и представляет собой совокупность предметных картин с названием изображенных предметов на коми и русском языках. Уважаемые коллеги, позвольте мне продемонстрировать вам сам электронный словарь. Так, обратите внимание, да, вот Эльвира Ивановна мне подсказывает, из каких тем состоит словарь. Значит, электронное пособие состоит из около 300 предметных картинок, да, по 18 темам. В словаре представлены однозначные слова существительные по разным лексическим темам программы. Тематическое представление картин в словаре создает условия для осознанного учащимся лексико-семантической структуры коми-языка. Картины предназначены для организации речевой деятельности и сгруппированы по следующим темам. Первая тема – это традиционное жилище коми-народа. Так. Вторая тема называется «Утварь домашнего обихода и орудия труда». Следующая тема называется «Посуда». Так, перейдем к следующей теме. Это традиционная коми-кухня. Следующая тема – традиционная коми-одежда. Так, здесь представлены традиционные средства передвижения коми-народа. Так, вот это традиционные коми-народные музыкальные инструменты. Далее, природные явления. Название ягод. Название деревьев и кустарников. Название грибов. Как раз сейчас грибная пора. Так, название трав и цветов. Так, название птиц. Обратите внимание, да, их очень много. Название на коми, на русском языках. Название диких животных. Вот, можете посмотреть, сколько, да. Так, название домашних животных. Тоже ниже опусти, пусть посмотрим. Угу. Так. Так, здесь представлено название рыб. Тоже много. Да, вот обратите внимание, здесь внизу можно посмотреть. Так. Название насекомых. Так.
и географические объекты. Последний раздел. Уважаемые коллеги, обратите внимание на навигацию электронного образовательного ресурса. В левой части размещены дополнительные методические материалы для педагога. Вот я показываю курсором. Значит, это методические рекомендации к использованию электронного пособия Коми Рочи Серпасакы. Да. Если вот. Можно найти подробно. Да, подробно. Так. И список слов в электронном пособии. В алфавитном порядке, да. Конечно, очень поблагодарить программиста Дмитрия Самойлова, который выполнил этот ресурс, электронный ресурс. Так, ну что, сейчас передаю слово Эльвире Ивановне. Добрый день. Ну, в первую очередь мы с Евгением Викторовичем хотим вас всех поздравить с новым учебным годом. Чтобы этот год был удачный для вас, для ваших детей. И как раз очень как-то символично, что в начале учебного года мы вас знакомим с нашим новым пособием. Вот уже подробно рассказали, что над этим пособием мы работали 3 человека. И, в общем-то, немножечко осталось, чтобы завершить. Я думаю, что очень надеемся, что вы будете пользоваться. Я бы хотела добавить к тому, что сказал Евгений Викторович. Этот словарь можно использовать не только по учебникам Коми-КIV, но и есть такой предмет в начальных классах – краеведение, край, в котором я живу. И очень много тем, вы уже примерные темы посмотрели, можно использовать и по этому предмету в рамках да, уже с 1 класса. Вот. То, что на Коми и на русском, я думаю, что это неплохо. Пусть детки читают и русское слово, и Коми слово, но самое главное, что картинки видны. Дорогие коллеги, не надо искать где-то в интернете или еще. Это большая работа была проведена программистам. Нужно было найти каждую картину. Это, в общем-то, сложный такой труд. Ну и методические рекомендации, которые мы вам представляем. Я очень кратко расскажу, как можно работать, какие приемы. Каковы же особенности картинного словаря? При отборе лексики для картинного словаря нами были учтены дидактические особенности языкового материала именно учебников Коми-КIV для 1-4 классов. В этом учебном году все школы получили новые учебники, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. И поэтому эти учебники включены в федеральный перечень учебников. Это впервые в Республике Коми. Потом, я думаю, что еще будут другие учебники. В общем-то, это очень приятная новость. Радость для всей республики, для детей и для учителей. Поскольку в учебниках представлен большой объем лексического материала, для учащихся и учителя требуется словарь для толкования многих коми-слов. Поэтому в электронных учебниках, хотя есть словарик, вы это знаете и пользовались, электронный учебник есть, но в данном вот электронном словаре значительно увеличено количество слов. Это мы специально сделали, да, для того, чтобы можно было широко использовать. Ведь эти словари можно использовать при обучении коми-языку как государственному, да, и на краеведении, на уроках коми-языка. Вот. Ну и пусть слов будет гораздо больше. Каковы задачи картинного словаря? Самая важная задача – это обогащение и активизация словаря младших школьников новыми словами, необходимыми для общения на коми-языке.
чтобы дети знали значение слова, а раз знают, значит, они уже и могут использовать, да, в речи. Вторая задача развивающая. Развитие у школьников языковых и интеллектуальных умений. Об этом у нас в стандарте отмечено как важная задача, чтобы развивать логическое мышление, абстрактное и так далее. Ну и третья задача заключается в расширении знаний об окружающей действительности и традиционной культуре народа Коми. Поэтому, используя картинный словарь, учащиеся будут пополнять свои знания об истории, культуре и традициях Коми народа. Краеведческие знания. Краеведческие знания, да, краеведческий материал и краеведческие знания. Эффективность внедрения электронного пособия в образовательный процесс возможна при учете следующих условий. Какие же условия нужно нам с вами создавать? Ну, наличие связи, чтобы была тесная связь с изучаемыми темами учебников, ну, если по краеведению, с материалом краеведения, то есть в тексте, если есть незнакомое слово, то это слово мы и толкуем, объясняем с помощью этого словаря. С помощью картинного словаря учитель может использовать логические и лексические упражнения. И важным условием является формирование зрительной, ассоциативной и эмоциональной памяти учащихся начальных классов, что тоже очень важно. Формирование зрительной, умственной. Так, с помощью словаря организуется большая лексико-стилистическая работа. Ну, во-первых, предметные картины нужны для того, чтобы применять, использовать в процессе толкования значения слов, семантизации. То есть лучше воспринимается значение, когда дети видят, да? Тут психологический аспект уже учитывается, наглядно-зрительный. То есть дети видят, лучше усваивают. Словарь позволяет разнообразить лексико-стилистической работы, придать творческий характер. То есть, когда видят, им захочется об этом рассказать, сказать, описать, а может быть нарисовать, раскрасить и так далее. Вот, пожалуйста, сейчас тут гриб показывается, название гриба, белый гриб. Ну и это можно использовать в каждом классе. И чтобы не просто, ребятки, прочитайте и все, а прочитайте, расскажите, если вам понравилось и запомнили, как еще можно назвать, почему так и так далее. Ну и демонстрацию этих картин нужно сопровождать различными речевыми упражнениями. Самое главное, ведь это речевая задача, поэтому продумать нужно будет какие-то вопросы, наверное, задания. Итак, приемы семантизации мне бы хотелось раскрыть. Их очень много. Первый прием – это раскрытие значения слов через родовое понятие, подведение некоторых видовых понятий под родовое. Вот смотрите, то, что все слова сгруппированы, это очень-очень хорошо. Потому что, во-первых, детям легче найти, так ведь, по темам. Вот. И усваивают дети ассоциации целую группу слов сразу. Ну вот подведение под родовое. Например, учитель показывает картину с изображением пчелы. Учащиеся рассматривают эту картину. Мы сейчас не можем вернуться, ну, вы представляете это, да? Читают перевод. Мазы, сначала по коме пчела, а затем называют родовое понятие. То есть вот это слово мазы пчела подводят под обобщение. Мазы – это гудгаг. В каком разделе? А потом еще можно сказать, ребятка, а еще назовите, какие другие названия входят в этот. Назовите еще другие насекомые, вишталея, шомукот, гудгакса, и вот дети будут называть другие слова из этого раздела. Так постепенно дети усваивают слова. Краткое или развернутое описание предмета. Вот это второй прием, тоже очень важный. Описательный ответ с опорой на имеющийся личный опыт. Конечно, опыт постепенно увеличивается, да? Ну вот, мне бы хотелось посмотреть в первом классе. В первом классе при изучении буквы И краткое, Йон, шипас Йон, на урок приходит лось, Юра, Рыя.
Юра. Здесь есть у нас картина. Если мы не используем, значит, можно картинный словарь. Юра – это лось. И вот после этого дети составляют предложение или описание. По коме я прочитаю. Юра унавожа пашка чура уджит дайон вырса пемас. Съешуан вырса богатырен. Ёштеля, горбаныра. Все это на картине, да? И в учебнике есть картина, еще раз показываю. Хорошо ли видно? Вот в учебнике. Горбаныра. Рудоваткуюсь шилит. Куськока йораясы тербакотраланы да бураварчаны. Наяшояны турун будны дачак. Радитаны нювны сол. Это, конечно, устно все. А вот в последующих классах, во втором, в третьем, в текстах опять встречается это слово «лось», «гёре». В других текстах там можно уже расширить, использовать другие приемы толкования, можно по словарю посмотреть, а потом уже написать даже небольшое письменное сочинение, описание. Опишите лося. Щерпасалы юрасы. Третий прием – семантизация слов с помощью перечислительного определения. Перечисляют. Например, учитель называет обобщающее слово, допустим, черри, рыба. В электронном пособии, значит, раздел черри нимьяс название рыб, учащиеся находят нужные предметные картины с изображением рыб и называют их. То есть здесь уже наоборот. Учитель называет конкретное слово, конкретное, ну и дети находят нужные предметные картины. Сир, щука, йоды, лещ, ёкыш, окунь, гыч, карась, ком, хариус и так далее. Но постепенно нужно это задание усложнять. Допустим, сначала они называют, а потом уже показывают. Ну-ка, ребятки, а какую рыбу мы забыли, не назвали? Ком мы не назвали. То есть сначала по памяти называют, а потом давайте мы посмотрим в словаре в разделе «Рыба», «Черри», «Черри нимьяс». Ну и вот таким образом. То есть постепенно у детей накапливается в словаре. А то ведь ком-то у нас хариус по-русски знает, а может и забыли по-русски, карась знают, а по коме дети гыч забыли, ну и так далее. Йода и ёкыш, кстати, путают очень часто, и поэтому очень хорошо здесь сравнение, да, где картинка открыли йоды, ёкыш, леща и окуня, и давайте будем сравнивать. То есть вот перечислительное определение, это значит просто перечисляет, и при этом, возможно, еще и сравнения какие-то. Четвертый прием – это объяснение значения слова через структуру. Через структуру. Мы знаем, что в коми-языке очень много сложных слов, да, сложных, и можно объяснить через состав, с помощью состава, структуры слова. Например, Джордж дыра. Джордж дыра. Джорджин на полу, да? Джордж дыра. Гынком. Черри нянь. Черри, рыба, нянь, хлеб, чушкарзы и так далее. Ну вот если, например, выркань, как будем объяснять? Выркань. Можно перевести на русский. Выр, лес, кань – это кошка. Кошка. Что у нас получается? Умозаключение дети сами делают. Значит, это лесная кошка или рысь. Да? Вот таким образом дети запоминают именно через словообразовательный анализ. Ну и тут, пожалуйста, этимология и состав разбираем, что это сложное слово и так далее. Следующий прием. Для понимания значения слова рекомендуется сочетать показ картины с семантизацией слова по толковому словарю. Кстати, очень великолепный словарь. Вежертас воштан кывкут. Обратите внимание, наверное, многие уже пользуются, активно пользуются. И, конечно, авторы Карманова Альбина Николаевна и Татьяна Владимировна Якубив. Так, над этим словарем очень много лет работали авторы, составители. И, конечно, здесь дано толкование на коми-языке. Вот, например, звыз.
Ну, в 3 классе у нас стихотворение есть про козу, коза. И там, значит, звез слово встречается в тексте. Что это за предмет? Сейчас объект не используется, и поэтому детям очень сложно. Мы открываем картинный словарь, рассматриваем звез, въездно, сеновал. А теперь открываем толковый словарь и читаем звез, сарая, турун, катлан, керпос. Сарая. А как это? И учителя, конечно, у которых есть опыт, допустим, я очень хорошо помню у бабушки звезды, прямо лошадь поднимается и сразу все сено, сарай, ну, в общем, как-то нужно будет, может быть, на русском языке объяснить, вот что такое звез, въездно, сеновал, ну и так далее. Значит, нужно, конечно, чтобы толкование было точное, а точное толкование где дается? В толковом словаре. Да. Другое дело, что можно еще здесь примеры и, ну, может быть, по-своему еще дополнить, объяснить. Но вот хотелось бы, чтобы, конечно, вот это все объяснялось точно. Следующий прием, 6-й уже, введение слова в предложение или в текст. То есть картинный словарь, картинка только, там одно слово, но ни в коем случае на этом работа не заканчивается. Важно ведь, слово будет усвоено детьми только тогда, когда это слово в предложении или в текст, да, мы включили. Составляется с этим словом, ну, вот тут пример у нас жолфу, калина. Показываем жолфу, дальше вот можно сравнить, а чем отличается от рябины. Так, сравниваем калина и рябина. И составляем предложение. Мянкер, который будем жолфу. Что это дерево жолфу. Как пишется, сразу уже усваиваем правописание. А возможно даже составление небольшого текста с этим словом описания. 7-й прием. При объяснении значения слов названий таких предметов, которые используются в традиционном быту коми-народа, чаще всего используется рассказ учителя. Рассказ. Вот никто не заменяет рассказывание с показом, с иллюстрацией опять. Ну, снова у нас традиционная культура амбар, да, по коми житник. Житник. Житник мы показываем картину, читаем или рассказываем лучше. Тут рассказ учителя. Житник сия нянь пыжли башидас видянин. Важен. Учитель читал, Веледыш. Важен. Житника свиджлесны нянь, пыж, то виджеде кыджис е строитема. Смотрим. Сия съезы скупадресна кыз шурия свыла. Мед шурия созверменных кайны житникас. Даже можно не сразу прочитать или рассказать, а как вы думаете, почему на высоких, высоко поднимали, на толстых столбах, на жердях? Почему так делали? Да, боялись, если низко, то мышки-то у нас, да, и хлеб-то, амбар-то будет пустой, вот. Поэтому таест рыба севочрыса олан киркаиш торьен отдельно. Лептывались на оки, да как сутта житникес. Ну вот я двухэтажные ни разу не видела. Вот, одноэтажные. И, кстати, я тоже очень хорошо помню бабушки. Много раз она давала нам, еще маленькие были. Ну-ка, сбегай, принеси из этого амбара там для каши, ну, это самое, крупу, да, или будет делать муку и так далее. Вот, и я хотела показать 2 книжки великолепные. Все-таки нам же нужно рассказывать, а рассказ был, чтобы получился тоже, ну, как бы точный, ничего не придумывать. Вот Ольга Евтихевна Бондаренко выпустила, и потом перевели, Елена Васильевна Козлова перевела «Коми ему юлыш виштес». Кстати, на русском языке недавно была презентация, вышла переизданная уже книга на русском языке, а вот это на коми языке, «Коми ему юлыш виштес», здесь можно очень много найти, чтобы рассказать, связано именно с этими словами. Вот сейчас я над этим работаю еще.
Ну и Жеребцов и другие авторы. Коми Войтер, Культура, да история Юлыш, Дженит Щерпасквьес. Вот такая маленькая книжечка. Вот, возможно, многие уже используете. Главное, на ком языке. Я говорю, что на уроках ком языка. Если на русском языке, тоже книг вполне достаточно, да? Можно найти. Поэтому, чтобы, если мы взялись за это, как бы объяснение, рассказ, чтобы было все точно объяснено, ну и вам поможет, конечно, интернет, я думаю. Так, 8-й прием. Поиск и чтение в тексте отрывка, в котором уточнено или раскрыто лексическое значение слова, или выборочное чтение. Очень часто толкование вы показываете, ну, предположим, жонь, да? Жонь, снегирь. Снегирь. В учебнике комиков в первой части на 92-й странице вот есть текст «Жонь войвывся лыбач». Прочитали этот текст, а дальше, ребятки, а вот точное толкование, мы не смотрим в толковый словарь, а найдите, пожалуйста, точное толкование. И дети находят точное толкование. Так, жонь кычыдыш повтым и четик лыбач. Кычыдыш повтым и четик лыбач. Значит, кычыдыш не боится холода. Объясняем, что у нас на севере, да? Вот. Ну, а дальше уже описывают. Очень у меня детки написали такое красивое сочинение описания, похоже на яблоко, еще что сравнивают. А еще, а почему жонь назвали? Жонь, ну-ка найдите. Ну и дети читают. Кочедлун я сажонь я съежгальчем ашпулын, да гажашилын. Жынь, смотрите, так произносят, как бы звуки издают. Вот потому и назвали жонь, потому что такие звуки издают. Поэтому выборочное чтение очень хороший прием. И, пожалуйста, вы показали любой предмет там по картинному словарю, а в тексте, если это есть, конечно, ну-ка найдите. Если в тексте описание неполное или толкование неточное, давайте заглянем в толковый словарь. Вот и получается, что как бы мы комбинируем, да, и там смотрим. Ну и мне бы хотелось еще рассказать, какие творческие задания с картинным словарем можно использовать. Творческие задания. Их очень много. Я думаю, что творческий учитель всегда найдет, как применять. Ну, я назову только несколько. Например, сравнение коми русского слова. Вот там у нас слова есть. Кринча, кринка. Да, крича. Схожие. А чем же они отличаются? Крин, крин, а там кринка, а тут кринча в коми-слове. Кыш, ковш. Туис, туес. Кофта, кофта. Очень интересно, да? Значит, в коми-языке у нас звука нет, ф, и вот этот звук кофта, по-русски, а по коми ковта. Кстати, дети допускают ошибку, коми-дети. Говорят по-русски, а говорят кофта. Замечали, наверное, да? Вот кофта. Она на кофта. Значит, коты. Опять явление. Русское коми заменяется по-русски о. Чулки. Нарт. Так, норты, да? Нарты. Верба. Одной буквой. Коза. Здесь еще и ударение. Вот, когда будем читать. Ну, похоже. Поэтому это легко дети, в общем-то, запоминают, раз похожие. Вот. Ну и вот интересный прием – это чтение, анализ пословиц. Если посмотреть, проанализировать сборник пословиц, мы найдем очень много слов. Например, при объяснении, при толковании слова «иски» Жорнов, учитель показывает картину и читает. Сначала читает. «Шуда свебатуш изам было кырт пиньяс кык плавкас из».
жорного, как плавка сиз, да, дети рассматривают это, все есть, ну просто не можем сразу одновременно две картины вам показывать, вот такая картина. Ну а дальше мы работаем с пословицей, пословица «кык изги коста щурны», оказаться между двух огней, это, в общем-то, да, а буквально оказаться между двумя жерновами, «кык изги». Вот и будет понятно значение этого слова. Попробуй-ка между двумя, да, так оказаться в неловком положении или между двух огней. Значит, смотрите, мы сколько зайцев убиваем, что называется, да, усваивают иски. Иски. Значение слова здесь можно очень хорошо объяснить. И еще запоминают и пословицу. То есть мы расширяем, вот обогащаем, да, сколько можно работ и приемов интересных для обогащения словаря. Или давайте еще возьмем один прием чтения и анализ фразеологизмов. Этого нет, я просто пример приведу. Например, кань, канько двинев, живучка кошка. Комар, гудгаг, комар ном, йозис номын да чукарнисны. Вот. И опять мы объясняем. Народу собралось очень много. Так, значит, исследовательская работа. При процессе работы со словарем учитель может проводить различные формы исследовательских работ. Разные работы. Ну, к примеру, дети знают, что ну, постепенно, конечно, с этим нужно знакомить, что финно-угорская группа. У нас во 2 или 3 классе дети уже знакомятся со всеми группами финно-угорскими народами. И у них в словах есть общие корни, одинаковые. Вот, например, тури одинаково звучит на коми перемяцком и удмуртском языках. Значит, 3 разных разные народности, а слово звучит одинаково. Тури. Ур также, коми удмуртский, но марийский. Да, еще нет, в удмуртском там другое слово, я же взяла. А вот смотрите, кыч, заяц. Наблюдают и видят, на коми языке кыч, на коми перемяцком тоже кыч, а на удмуртском кеч. Вот. И таким образом, ну, это, конечно, в группах может быть исследовательская работа, можно потом это как-то оформить. И опять-таки постепенно можно с этим знакомить. А где значение слов? Этимологический словарь. То есть кроме картинного словаря мы еще и этимологический словарь должны взять. Учитель покажет, где можно найти. И таким образом, конечно, дети учатся сопоставлять, сравнивать слова разных народностей и находить в них общее и различное. Следующее, хотелось бы остановиться на логических упражнениях. Логических упражнений очень много, и позвольте несколько назвать. Во-первых, сопоставление 2 понятий по их принадлежности к разным родовым понятиям. Например, значит, в разделе работаем с картинным словарем, где животные, да, анча и байдаг. Сравниваем. Анча вырса пемыс, а байдаг это пемыс? Байдаг нет, это дичь, пытка. Вот опять-таки вот сравнение, сопоставление. Норка это зверь, а куропатка это дичь. Да, дичь, птица. Вот так можно сравнивать и называть. Вот это сложное предложение, можно схему этого предложения дать, и мы сравниваем. Опять же, лось и олень. Да? Лось и олень, когда мы изучаем животных. Также птиц, а птицы-то так они похожи, а чем-то отличаются, и опять мы находим птицы и дичь, например. Сравнение 2 или нескольких предметов по указанным признакам. Например, из какого предмета сделано признак? Из какого предмета? Из чего сделано? Гырнич, кашник – это из глины.
да, посуда. Падьян, короб, пестерь, туис, чиблег, черпак из бересты, так и чуман из бересты. А вот лабич, пельса, шомас – это все из дерева. Значит, вот по теме традиционные, как мы их называем, предметы, да, из чего сделан? Из глины, из бересты, из дерева сделанные. И так можно даже классифицировать, сравнивать, находить общее. Устранение лишнего. Но это очень распространенная как бы дидактическая игра даже. Поэтому объясните, почему это слово лишнее. Например, вагоб, вижгоб, вижюр и еджетгоб. Что лишнее? Вижюр. И обязательно пояснение. Вот. Опять же, мы говорим о картинном словаре. Показываем вагоб, вижгоб. Кстати, в разных районах по-разному называют грибы. Поэтому можно, ребятки, а у нас как называется? А здесь вагоб. Мы все-таки брали литературные названия, а не диалектные. Джидж, чирк, ябр, чавкан. Джидж – это птицы, чавкан и ябр, а чирк – это вудганг, да, кузнечик, значит, лишний предмет. Загадки, конечно, ну и классификация по группам. Классификация по группам. Значит, дети рассматривают предметные картины, например, объясняем значение, а потом задание. Разделите все слова. Ну, когда уже дети усвоили, на 3 группы. И разные группы, я уже не буду перечислять слова, верба, качательные и так далее, там 12 слов. Значит, во-первых, название деревья распределяют. Турунджори, что название трав и цветов, и название ягод. Название ягод. Выключите, пожалуйста. Название ягод. Немес, щелаос, турыпу, мырпом и так далее. Таким образом, вот классификация, эту работу можно с 1 класса. Дети очень любят. Но тут мы уже думаем о том, что, может быть, открывать, закрывать детям сложно, и можно сделать картинки. Дети, вот эти, детская игра, да, это в детском садике вот так распределяют картинки, вот, и можно заменить вот это распределение, так они действуют уже, действия, вот как кубики с кубиками и так далее. Опять же, развитие детей, безусловно. Сопоставление русского и комислов. Ну, возьмем те Джордж-дера, половик. Что же здесь одинаково? Джордж-дера, Джордж, а половик пол. Черенянь и рыбник. Черри и рыба. Умичкай малиновка. Умич, малиновка, малина. Вот, значит, они в слове находят вот русское коми. И, пожалуйста, русское коми слово, масленник, масленок и так далее. Хотелось бы мне обратить внимание ваше на комплексный или всесторонний анализ слова. По-другому мы, методисты, называем это, ребятки, и даем задание. Назовите паспорт слова. Паспорт. Вот у человека есть паспорт. Паспорт. Что в паспорте можно найти, да? И у слова тоже есть паспорт. Таким образом, взяли мы картинный словарь, рассмотрели, прочитали название, запомнили. Дальше мы раскрываем первое, лексический анализ слова, объяснение значения, словотолкование, где в толковом словаре или сами попытаемся объяснить, или еще каким-то образом рассыпанные, и дети толкуют, из рассыпанных тут можно поиграть. Звукобуквенный анализ слова, звукобуквенный. Особенно это важно, допустим, там, где звуков больше, а букв меньше, или наоборот. Дальше разбор слова по составу, объяснение способа образования, то есть как это слово образовалось, или сложное слово, или с помощью суффикса, может быть, из одного корня состоит. Орфографический разбор,
то есть объясняем, как пишется, уточнение правописания слова, слова с мягким знаком, например, да, на какое правило. Ну и грамматический разбор, определение части речи, может быть, составление словосочетания, возможно, предложений и так далее. Вот это называется комплексным или всесторонним анализом. С разных сторон это слово мы анализируем. Посмотрите, как мы долго над одним словом. Но, конечно, на каждом уроке, наверное, не можем такую работу. И времени нет на это. Но, тем не менее, вот мне кажется, это очень интересно. Вот, какие-то элементы не полностью, вот, допустим, все виды разбора, а что-то 2 или 3 разбора на уроке. Даже в 1 классе уже можно. Даже в 1, при изучении Джордж Дера. Да? Сколько звуков, сколько букв, из чего состоит Дж. 2 буквы, а звук 1. Разбираем Джордж Дера, как образовалось. Запишем, составим предложение. И вот в 1 классе, во 2 части, я не взяла 2 часть, там при изучении буквы Дж, африкаты Дж, как раз ткацкий стан, рисунок, да, там текст есть. Вот, пожалуйста, и в тексте мы увидели это слово Джордж Дера. Даже в 1 классе. Поэтому лексический картинный словарь используем в разных целях. Опять для расширения кругозора, расширения знаний, уточнений и так далее. Следующая отработка правильного произношения коми-слов. Итак, картинный словарь нам понадобится при обучении произношению. Вот, например, во 2 классе изучается тема шипас да ши, ши да шипас, звуки и буквы. В 1 классе, понятно, звуки и буквы мы изучаем, там в течение года почти. И мы целенаправленно, опять-таки, на африкаты, я смотрю, Ч. Так, нам же слова нужно взять, где есть эти звуки, да? Не просто так, опять, Ч, почес. Что она еще, забор, анькыч. Юркыч, ой, тут ошибка у нас, Юркыч. Исправим вместо Ч. Урчак, пончак, качасин, печер, качакуч. Извините, тут ошибка одна, Юркыч. Если мы ошибку найдем, как скажем, так, ребята, кто исправит нам ошибку? Ну, это, конечно, исправим. Исправим, конечно. ПФ. В словаре-то нет, это при презентации допущена ошибка. Сарафан. Посмотрите, да, поработаем опять. По-русски сарафан, а по коми Ф заменяем на П. И сарафан. И тут можно поговорить, какие сарафаны бывают. Посмотрите, какой красивый сарафан, так одевались, разные сарафаны и так далее. Малича, малица. Вот это все у нас в словарях есть. И вы, пожалуйста, все время не просто посмотрите, а расскажите и сравните малича по коми малица, чтобы, когда словарный диктант дети будут писать, не допустили ошибки. Могут вы диктуете сарафан, они напишут по-русски сарафан. Это будет ошибка. Мы диктуем по коми пишем, а дети у вас могут написать сарафан. Дети должны увидеть вот по коми очень много таких слов, где замена одной буквы и новое слово уже. Так, еще когда используется картинный словарь. Закрепление написания трудных коми-слов. Очень много слов, они как-то можно через правила объяснить. А сколько слов у нас без правил, то есть никак не объяснишь, нужно запомнить до диктанта. Вот мы проводим, например, картинный или слуховой диктант, и зрительный диктант. До диктанта мы должны обязательно все объяснить вот и с точкой. Кыты, ташты, допустим, вы собираетесь через неделю диктовать это слово. Так вот, с этим словом кыты мы работаем. Чтобы, диктуя это слово во 2 или 3 классе, вы уже там, я сейчас точно не помню, в толковом словаре как включается кыты, ташты, будем диктовать
когда уже дети усвоили правила прописания ташты мягкого знака и с точкой. Так, тут, конечно, правила уже. Вот на мягкий знак, например, смотрите, как много слов. Но сколько незнакомых, если мы не будем через словарь, с помощью словаря объяснять. Ашгум. Везде ашгум, да? Ашгум. Вот. Везде растет у нас сейчас ашгум. А надо объяснить. Анькуч. Гыни. Гыни тоже не знакомо детям. Но купальнича знают. Кельчи. Кельчи. Пинька. Ну, чиблек и так далее. Вот, поэтому, итак, картинный словарь, то есть вы картину показываете, но там нет записи, значит, вам нужно другие картины, это уже не пойдет для картинного. А слуховой диктант, значит, просто на слух дети пишут, вы диктуете при изучении буквы Я, например, Я прописание во 2 классе, Черенянь, дети пишут, тут уже 2 орфограммы. Можно дополнить заданием, подчеркните орфограмму. Назовите орфограмму. Дети уже со 2 класса называют тип орфограммы. Правописание Я, как буквы, обозначающие мягкость, да, согласных, указывает на мягкость согласных. Вот, поэтому в этом Будштас программе все орфограммы обозначены. В этом году мы будем переиздавать, напечатаем программу, потому что программа была в электронном виде. И я даю для каждого класса список орфограмм. Поэтому, отрабатывая или используя картинный словарь, вы, пожалуйста, учите детей, какая здесь орфограмма, лежнаг, мягкий, пишется Е, а не прописание Е, как показатель мягкости. Ну и последнее, я бы хотела обратить внимание на то, что с помощью картинного словаря можно проводить различные игры, дидактические игры. Используйте, пожалуйста, особенно в 1 и 2 классе игровые приемы. Ну, я тут не буду раскрывать, потому что они все раскрыты в методических рекомендациях, подробно игры, несколько игр. Ну, к примеру, молчанка, почему их так зовут, найди пару, горка, эстафета, выбери картинку и запиши слово, назови одним словом и покажи, и так далее, и так далее. Здесь, конечно, гораздо больше, может быть, можно дополнить список дидактических игр. Ну и, безусловно, к игре нужно готовиться, если это командами, так командами или цепочкой. Найди пару, может быть, какие-то картинки в парах. Так, находят пару. Допустим, картинка и слово написано на каком языке, на русском языке. Там все игры расписаны в методических рекомендациях. Ну, дорогие коллеги, на этом мы, наверное, заканчиваем. Мне бы что хотелось пожелать. Вот как только выйдет и будет возможность вам использовать картинный словарь, пожалуйста, запишите, ну, как-то сообщите нам ваши пожелания и предложения. Потому что это же не то, что вот мы этот вариант сделали, методическая рекомендация, может быть, чем-то нужно дополнить, может быть, каких-то картин не хватает. Да, кстати, не все картины по темам, некоторые картины мы просто не могли найти, и такое может быть, да, не нашли просто-напросто, или нет необходимости показывать, это вы найдете в учебниках. Но, тем не менее, около 300 слов. Около 300 слов получилось, потому что слова, названия предметов. Вот предмет можно показывать, житник, например, да, амбар. Вот это можно показать. А некоторые вещи, некоторые слова ведь и не покажешь с помощью картин. Поэтому, конечно, где-то мы несколько месяцев отбирали
делали как бы то задание, которое порекомендовали и посоветовали сами же учителя, которые апробировали наши учебники. Вот. Ну, так, потом, используя, я думаю, что вы где-то какое-то сообщение сделаете, может быть, покажете другие приемы, еще как можно использовать. Может быть, вы дополните игры, те же самые методические рекомендации. Какой-то учитель дополняет, и мы это можем включить еще. Вот. На конференциях, пожалуйста, выступите об этом, говорите, так ли, все ли тут у нас получилось, и над чем нам, возможно, нужно Нужно будет поработать. работать. Да. То есть Так, нам спасибо. важна, конечно, обратная связь. Ваш отзыв, Да. да, объективный. Спасибо вам большое. Да. Всех благ. Спасибо большое, Удачи уважаемые в коллеги. работе. Удачи. Да, и спасибо за проявленный интерес к А нашему у нас тренингу. еще будут эти самые семинары. Будем говорить, да? Ну, потом, да. Потом. Спасибо, уважаемые коллеги, за проявленный интерес. Всего доброго. До свидания. До свидания.